Когда ты идешь по улицам своего города, ты слышишь их голос, встречаешь знакомых, Ассаламу алейкум. Кандай? Иштер жакшыбы? Здравствуйте, как ваши дела? но редко задумываешься о том, чьи имена носят улицы, бульвары, проспекты и площади. Радио «Спутник Кыргызстан» расскажет вам истории людей, чьими именами украшены улицы городов Кыргызстана в проекте «Улицы в лицах». Узнай историю своей улицы вместе с нами. Улица имени, пожалуй, самого известного кыргызского художника Гапара Айтиева прячется среди высоток южных микрорайонов Бишкека. Улица, которую горожане еще называют «старой дорогой», небольшая, зеленая, и пройти ее от начала до конца можно за каких-то 15 минут. На этой улице, полной тихой жизни спальных районов, можно увидеть много жизненных сюжетов, играющих детей, прогуливающихся стариков. Большинство жителей улицы Айтиева знают друг друга, и сам художник, соцреалист, абсолютно точно нашел бы здесь много сюжетов для своих полотен. Любовь к прикладному искусству Гапар Айтиев перенял от отца. Он не получил специализированного образования, потому что именно ему и его сподвижникам предстояло заложить в Кыргызстане художественную школу и традиции. Тогда, в начале 20 века, их просто не было, и перед молодыми художниками был чистый холст для того, чтобы писать историю своей страны. Айтиев – учитель, наставник, художник, фронтовик. Он участник Сталинградской битвы, герой войны, который, вернувшись с нее, реализует всю надежду на прекрасное будущее в новых картинах и своих учениках. В честь него названа и главная сокровищница кыргызского искусства – Национальный музей изобразительных искусств. Там же можно увидеть его значительные произведения, а поэтичный пейзаж «Полдень на Иссык-Куле» украшает экспозицию Третьяковской галереи в Москве. О том, почему зрителям интересно наблюдать за сюжетами картин Гапара Айтиева, рассказывает ведущий научный сотрудник Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Марина Хлыстикова. Чуйков стал его, скажем так, наставником. Не учителем, когда сидит учитель, ученик, а больше как старшим другом и какой-то, может быть, опорой или ориентиром за тем, куда стоит идти. А здесь Айтиев также хорошо развивался как живописец, развивал активно бытовой жанр и был таким основоположником бытового жанра. Если у Чуйкова он прослеживался еще не так сильно, то у Айтиева можно прочитать сюжет в работах. И до сих пор какие-то экскурсанты, особенно дети, они могут даже сочинить историю просто на основе одной картины. И очень часто эта история очень хорошо между собой укладывается даже с другими работами. Например, есть работа на винограднике. Там две девушки на переднем плане, в углу сидит мужчина рядом с огромными ящиками винограда, ну и, естественно, фон. И обычно дети рассказывают, как девушки сейчас общаются, как там молодой человек сзади, они его обязательно все замечают, как он с ними заигрывает, может быть, кто-то ему нравится, они сочиняют историю любви какую-нибудь. А на самом деле, да, эти девушки, они идут со своей работы на обед, общаются с окружающими людьми, может быть, как-то сплетничают между собой, и очень четко читается сюжетная линия. Прогуливаясь по улице Гапара Айтиева, можно представить, как живописец оценил бы ее художественные качества. Синее, высокое небо, над охровыми утесами многоэтажек, восходящая перспектива улицы, которая прямой стрелой идет вверх по направлению к горам. Зеленые свечи тополей, которые стеной огорожают улицу от пыли и летнего зноя. Большой быстроток, шумящий вдоль тротуара. Но, вероятнее, художнику было бы более интересно посмотреть на людей, потомков героев его картин, которые строили будущее Кыргызстана и искренне верили в то, что оно будет светлым и радостным. Улицы в лицах.